друзья, участники экологического диктанта. В прошлом году этот диктант прошел первый раз, и в республике мы пустили дистанционный формат. Мы — это Министерство экологии и природопользования лесного хозяйства, это РЦ Якутяне, это различные экологические организации, в том числе наш университет, эколого-географическое отделение. Ну и мы пустили ее в дистанционном формате. В этом году мы посмотрели, что офлайн — это возможность проверки через правильные ответы, которые нам будут высылать, и их можно разобрать, можно какой-то образовательный компонент сделать по ошибкам. И мы решили организовать несколько очных площадок. Ну, дело добровольное. И у нас несколько пунктов есть по Якутии, но в Якутске мы решили очень осторожно сделать там, где есть жесткий контроль Роспотребнадзора, и мы проводим ее в историческом парке «Россия. Моя история». Выбрали два варианта, потому что отличие от других диктантов, где один вариант обычно, у нас здесь есть возможность выбора. Есть выборы для категории взрослых, где написано не экологи и экологи, то есть любители и люди, которые работают уже профессионально в сфере охраны природы. И вот сегодня мы позвали до 50 человек, если так сказать точно, мы позвали 51 человека. Ну, придет сколько придет. И будут две категории: экологи и не экологи. Ну, извиняемся, что мы пригласили только очень узкий круг, потому что пандемия не позволяет проводить много очных площадок и так далее. Ну, посмотрим первый опыт. На следующий год, если ситуация будет лучше, мы ее развернем. Для нас это тоже опыт организационный. Мы только смотрим, как это проводить, тяжело, сложно и так далее. Спасибо. Сегодня у нас прошел экологический диктант. Это впервые проводится у нас в музейном комплексе. Вот. А вообще он проводится в нашей стране уже во второй раз. Мы, как крупная просветительская площадка, конечно же, рады такой возможности провести экологический диктант, потому что мы хорошо знаем о том, что сейчас экологическая повестка и в мире, и в нашей стране, она очень активно развивается и обсуждается. Это действительно очень серьезная проблема, мировая проблема, и повышение температуры Земли, и загрязнение источников, значит, водоснабжения, сокращение лесов, загрязнение атмосферного воздуха и другие многие проблемы, которые связаны с жизнедеятельностью человека и работой промышленности в мире. Поэтому вот в этом отношении нам нужно повышать экологическую осведомленность наших жителей. Это связано с вопросами экологического образования, воспитания нашего подрастающего поколения, для того, чтобы наше подрастающее поколение думало о своей окружающей среде, о чистоте этой среды и старалось тоже прилагать со своей стороны усилия для того, чтобы сохранять здоровую, чистую природную среду, в которой мы, собственно, все живем. Поэтому я бы хотел пожелать всем обязательно поучаствовать в этой акции, узнать намного больше о экологии, о природе, о том, что можно предпринять для ее защиты и охраны. Всем успехов! Ну, сегодняшнее событие, оно, конечно, является достаточно ярким событием для экологической общественности, для всех тех, кто интересуется состоянием нашей окружающей среды, нашей планеты. И такие мероприятия, конечно, они приводят к тому, что люди начинают интересоваться не только близлежащими проблемами, но и проблемами, которые существуют на нашей планете Земля. Сегодняшние вопросы были достаточно, они, во-первых, разбиты были на несколько вариантов, да, и вот четвертый вариант наиболее сложный для профессионалов, так называемых, да, которые, для людей, которые занимаются вопросами экологии, он был достаточно сложный, там было очень много вопросов таких каверзных, надо сказать, да, которые
нужно было отвечать по-разному. Но тем не менее, мне самой лично было интересно узнать какие-то новые из этих вопросов. Теперь я специально посмотрю, что это такое, как отвечать на эти вопросы, потому что у меня они вызывали сомнения в моих знаниях. Вот, на самом деле все это достаточно хорошо, поэтому следующий год, я думаю, будет еще больше участников и еще больше интересных вопросов. Всем здравствуйте! Сегодня в музейном комплексе «Россия. Моя история» мы провели площадку по всероссийскому экологическому диктанту, где мы, соблюдая все правила противоэпидемиологической безопасности, собрали до 50 человек. Участниками нашего сегодняшнего мероприятия стало 48 участников, поэтому всем им большое спасибо. Ну, сами знаете, что в связи с такими ограничительными мерами у нас масштабные мероприятия прошли в основном в онлайн-формате, и вот эта площадка сегодня стала основным мероприятием Всероссийского экологического диктанта в Республике Саха-Якутия. Ну, сразу, конечно, бы хотелось поблагодарить всех наших партнеров, которые стали соорганизаторами этой площадки. Это, конечно же, музейный комплекс «Россия. Моя история», это наших партнеров, это Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, ресурсный центр «Юные якутяне» и также Российское экологическое общество по Якутии, которое возглавляет Михаил Михайлович Чарус. Ну и, конечно же, мы хотели сказать большое спасибо нашим партнерам. Это Фонд экологической безопасности Дальнего Востока и акционерная компания «Алроса» ПАО. Ну, конечно же, на каждом мероприятии бывает какие-то люди, которые получили больше баллов, да, и по итогам вот этой площадки трое участников, которые наберут максимальное количество баллов, они получат памятные подарки от наших партнеров. И, конечно же, хотелось бы всех поблагодарить еще раз и пригласить принять участие в экологическом диктанте по ссылке на сайте ecodiktant.rus, где вы с 14 по 21 ноября имеете еще возможность пройти в режиме онлайн. Всем большое спасибо. Удачи!